Привет, друзья! Я знаю, тема про плоскую землю вам очень интересна. Кто-то из вас умеет пользоваться поиском, а кто-то слышит об этом впервые. И вот специально для вас я нашел в сети отличный ролик и не смог пройти мимо, озвучил его на русский язык. Приятного просмотра! О чем говорят нам наши ежедневные наблюдения за миром? Земля является плоской, насколько мы это можем судить. Земля является неподвижной, и все в небе вращается вокруг нас. Если бы никто не утверждал нам обратного, мы бы логически пришли к выводу, что Земля плоская, неподвижная, и что все в небе вращается вокруг нас. Вы можете проверить это утверждение с помощью горизонта. При подъеме на высоту, независимо от того, находитесь вы на горе Эверест или запускаете шар с камерой, мы имеем много любительских запусков шаров с камерами. Горизонт всегда остается плоским во всех направлениях и поднимается до уровня глаз наблюдателя. Полностью плоский горизонт на уровне глаз. И это одно из доказательств. Если бы Земля была шаром, пусть даже огромным, то горизонт непременно был бы искривленным и визуально опускался при подъеме. Если вы внимательно посмотрите на материалы НАСА, то вы поймете, что все это обман. У вас даже нет настоящих фотографий нашей планеты. Если вы хотите прекратить разговоры о плоской Земле раз и навсегда, поверните телескоп Хаббл и покажите нам в реальном времени нашу Землю. Но они не хотят этого делать. Посмотрите на все эти фотографии Земли, особенно на одну из них под названием Blue Marble. Увеличьте это изображение в фотошопе, и вы обнаружите, что они используют инструмент клонирования. Они просто берут участок с облаками и копируют его буквально в том же самом месте. Они вконец обленились. Если Земля — это шар с длиной окружности 25 тысяч миль, то должна существовать кривизна горизонта 8 дюймов на милю в квадрате. 1 миля — 8 дюймов падения кривизны, 2 мили — 32 дюйма, 3 мили — 72 дюйма. И дальше по возрастающей. Это самый длинный мост в мире. Даньянь-Куншанский виадук. Его длина составляет 165 километров. И здесь должно быть более 2 километров кривизны. 2 километра кривизны. Вы это видите? Посмотрите на горизонт. Он плоский. Если вы посмотрите на прыжок Феликса Баумгартнера из стратосферы, то вы увидите, что камера внутри зафиксировала абсолютно ровный горизонт. Но когда они показывают вид снаружи, мы видим огромную кривизну. Если вы посмотрите на любительские запуски шаров с нормальными камерами, то вы увидите плоский горизонт. Другие съемки с использованием GoPro камер показывают, что горизонт ведет себя как угодно при вращении. Он бывает и вогнутым, и закругленным, и плоским. Горизонт всегда находится на уровне глаз. Такое возможно только на плоской поверхности. НАСА — это, по большому счету, тот же Голливуд. Все изображения шара, которые вы можете наблюдать, они поддельные. Но все наши любительские запуски ракет и шаров всегда показывают ровный горизонт на уровне глаз. И это невозможно на шаре. Конечно, непосвященные ни о чем не подозревают. Все довольны. Мир прост и ясен. Но зачем все эти секреты? Люди умные, они все поймут. Человек разумен, но люди — это толпа тупых опасных животных. И ты знаешь это. 1500 лет назад для всех людей было очевидно, что Земля — это центр Вселенной. 500 лет назад все были уверены, что Земля плоская. Представь, что ты узнаешь завтра.
Горизонт всегда полностью плоский, и вы не можете почувствовать никакого движения. Так что если вы бы только что родились и посмотрели на этот мир, вы бы ни за что не подумали, что находитесь на шаре, что вращается. Вы бы подумали, что стоите на плоской, неподвижной поверхности. Так что для того, чтобы поверить в то, что вы живете на вращающемся шаре, вы должны заставить себя не доверять своим собственным чувствам и ощущениям. У меня такой вопрос. Если Земля плоская, почему мы не можем стать на берегу Калифорнии с телескопом и увидеть Японию или там Гавайи или еще что-то в этом духе? Я думаю, у тебя есть ответ на этот вопрос? Да, конечно. Вы не можете видеть бесконечно вдаль. Чем ближе к линии горизонта, тем ниже прозрачность. Если вы представите жаркий знойный день или мглу на дороге, то любой телескоп не сможет работать в таких условиях. Так что вы не можете видеть бесконечно вдаль. Плоская Земля или шарообразная? Она шарообразная, окей? Как мы можем это доказать? Отправьтесь к морскому берегу. Смотри, корабль уплывает. Сначала он не скрывается. Сначала скрывается его нижняя часть. Видите, сперва скрывается его нижняя часть, а потом середина, и потом весь корабль скрывается за горизонтом. И корабль вернется, он не свалится со стола. И люди понимают, что мир искривленный. Я имею в виду, очень искривленный. Итак, процесс испытания завершен. Плоский ли мир или шарообразный? И мы зовем это наука. Но если мы имеем утверждение, которое нельзя проверить, мы зовем это псевдонаука. Экстраординарные утверждения нуждаются в экстраординарных доказательствах. Так значит, ты, ленивая задница, даже не смог добраться до океана? Окей, я нашел того, кто смог. Корабль не скрывается за кривизной горизонта. Корабль скрывается за перспективой. И все, что вам нужно, пойти на пляж и увидеть, как корабль скрывается из виду. Используйте телескоп или бинокль или мощный зум на вашей камере. Используя телескоп или бинокль или мощный зум на вашей камере, вы можете вернуть весь корабль в поле вашего зрения. Если вы считаете, что корабль скрылся, то просто используйте оптику и верните весь корабль в поле вашего зрения. Экстраординарное утверждение нуждается в экстраординарных доказательствах. Используя это, вы можете полностью опровергнуть кривизну Земли. Просто используйте зум вашей камеры. Пока-пока, маленький кораблик. Плоская Земля? Пфф, да это даже нельзя никак протестировать. А вот шарообразную? Можно. Пфф, да ладно, ребята, вы все смотрите новости по телевизору, вы все пользуетесь мобильными телефонами. Вы все видите самолеты, летающие во всех направлениях. Каждый из вас может свободно отправиться из Лондона в Мельбурн. И все это основано на фундаментальном понимании размера Земли и ее формы. Чё ты так что сказал? Способ, которым мы обучаемся науке, основан на том, что мы помещаем знания в наши пустые головы, и потом мы просто воспроизводим это на экзаменах. Земля? Ну, мы знаем. Она вращается один раз. Так точно. Так что, когда вы вращаете, допустим, тесто для пиццы, оно шире по краям, ну вы знаете. Так что форма Земли формируется путем вращения. А это еще не все. Она немного шире ниже экватора, чем выше экватора. Немного пухлее? Это чем-то похоже на форму груши. Итак, грушевидность больше, чем высота горы Эверест над уровнем моря. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Нас немного обманули, если можно так выразиться. Земля представляется нам через призму науки. Наука! Формы груши. Формы груши. Наука!
Так что все они пытаются объяснить нам, что Вселенная вращается вокруг нас, или мы вращаемся вокруг Вселенной. Они говорят, мы ни хрена не знаем. Мы просто смотрим на огоньки в небе. И вы будете мне утверждать, что вот этот огонек и вот этот огонек находятся в миллиардах сотен лет от меня? Да каким, мать его, образом вы вообще выяснили это? Неужели у них нет объяснения для этого дерьма? Нет, в том-то и дело. Вот что ты сейчас сказал, вот что ты сейчас сказал. Это реакция любого среднего человека. Потому что когда дело касается космоса, ты автоматически думаешь, что это уже кто-то выяснил. Ты даже не знаешь имя этого парня. И ты даже не знаешь название эксперимента. Тебе все это не интересно. Ты просто веришь в то, что тебе говорят. Какое расстояние от Земли до Солнца? Пожалуйста, 93 миллиона миль. Все уверены, что кто-то уже это выяснил и 100 раз перепроверил. Прямо сейчас астрофизики понятия не имеют, что делать. Недавние исследования показали, что космический микроволновой шум доказывает, что все галактики вращаются вокруг нас. Что мы все нахрен в долбанном центре. Мы должны видеть, как звезды делают странные движения при съемке. Нам следует обращать внимание на то, как звезды делают довольно странные движения при съемке. Но мы этого не видим. Принцип Коперника, по которому мы сейчас живем, означает, что мы ничтожество. Мы ничего не знаем. Мы пылинка во Вселенной. Мы видим, что звезды описывают идеальные круги. И это показывает, что звезды вращаются над нами, а не мы над ними. И это основано на Библии, так считают самые первые астрономы. Птоломей был первым, кто заявил, да, мы являемся центром Вселенной. Все вращается вокруг нас. Земля — центр Вселенной, и Земля является неподвижной. И это и есть вся суть гелиоцентрической модели, где мы вращаемся вокруг Солнца. И ты знаешь, они врут по-крупному, НАСА врет по-крупному. И я не верю ни одному их дерьмовому слову. Ну а как насчет снимков льда на Луне? У нас есть снимки чертовых ледников на Луне. Я тебе гарантирую, что это сраная компьютерная графика. У гелиоцентрической системы серьезные проблемы. Наблюдая за светом от Солнца, можно заметить, что он уменьшается и следует за Солнцем. Солнце, очевидно, светит локально. Оно небольшое, оно находится не так уж и далеко, и уж точно не на расстоянии 145 миллионов километров от нас. Вы действительно считаете, что Солнце опускается вниз? Оно просто проходит над вами. Есть такое место в Боливии, называется Саланчак-Уюни. Оно невероятно плоское. Это буквально сотни миль в ширину и 80 миль поперек. И оно абсолютно плоское. После дождя там скапливается несколько сантиметров воды, и это напоминает идеальное зеркало. И как это возможно на шаре? И все это показывает, что оно плоское, и вы можете видеть другой конец за сотни миль. И это, да, и это доказательство того, что Земля плоская. Effect of the waves in the sea, you'll be able to see a whole lot further. Это фото сделано через Великое озеро в Мичигане. И мы можем наблюдать Чикаго, что должно быть невозможным из-за кривизны Земли. И официальное объяснение этому в новостной программе было таким: мы наблюдаем мираж.
Так, что вы видите здесь? Это мираж. Вы не способны это увидеть при обычных условиях. В данном случае погодные условия были идеальными для такого эффекта. Конечно же, мы наблюдаем мираж. Это очень интересно. Вот что случилось. Это очень хороший пример специального миража. Джошуа, это автор фото, стоял бы вот здесь и смотрел через озеро в сторону Чикаго. И Чикаго находилась за горизонтом. Он не мог этого видеть. Благодаря нужным условиям изображение перевернулось. Погода была холодная, вода была холодная. И, в общем, изображение изогнулось и вернулось в поле зрения. Но в обычных условиях такое, конечно, невозможно. Чтобы увидеть Чикаго Скайлайн, вы должны находиться немного выше. Да, они всегда отмазываются миражом. Но для реального миража нужны очень особенные атмосферные условия. Так что Чикаго Скайлайн это не мираж. Это обычное наблюдение, которое возможно на плоской поверхности. Посмотрите на все эти картинки шарообразной Земли. Вы можете увидеть почти все континенты целиком, но над ними находится совсем чуть-чуть облаков. На некоторых ночных изображениях Земли вы вообще можете наблюдать целые материки, вообще без облаков. Целые материки, например, Африка. Вы видите все эти бутафорские огни, но облаков нет. Ага, вот это зацени. Они написали слово «секс» облаками. Если вы пройдете небольшое исследование, то вы поймете, что все эти фотографии комбинированные. Особенно это заметно на примере облаков. Они просто берут и копируют участки облаков. И все это делают все эти фотографии крайне нереалистичными. Да, и если говорить об этих изображениях под названием Blue Marble, то они все разные. Их всего 10 штук, и 8 из них абсолютно различные. Цвет воды разный, одни и те же континенты имеют различные размеры. Это просто невозможно. И что самое интересное, раньше никому не было до этого дела. Но сейчас люди начинают обращать внимание на эти фотографии, и всем становится очевидно, что это подделки. И говоря об этом, не стоит забывать, что вокруг Земли якобы летают десятки тысяч спутников. Мы не можем получить фотографии Австралии с перевернутым изображением. Тем временем в Австралии. Спутники — это миф. 99% информации передается через подводные кабели. Для других целей используются шары, дроны, самолеты, вышки, антенны и параболические отражатели. И они же смотрят на тебя как на идиота. Ты один из немногих, кто задает реальные вопросы. Как же достали тупые идиоты, которые повторяют школьное дерьмо раз за разом. И так это и работает. Я и сам учил все это дерьмо в школе. Но каким-то чудом я способен вырваться на свободу и освободить свой разум. Как я это сделал? Я смотрел, как насовские ракеты взрываются раз за разом. Они взлетают и сразу же наклоняются. Если вы посмотрите на траекторию полета космического шаттла, он никогда не летит прямо вверх, он летит по кривой и скрывается из виду. И тут дело вот в чем. Они просто летят горизонтально. Они летят горизонтально очень-очень далеко и просто скрываются из виду. И они скрываются не потому, что они взлетают очень высоко, а просто потому, что они улетают в сторону.
Это по сути обычный самолет, никакой это не космический шаттл. Это обычный реактивный самолет. Они просто дурачат нас, вкладывают миллиарды и миллиарды долларов. И что мы получаем? Фейковые картинки и фейковые космические шаттлы. What goes up must come down, and literally we have not ever seen anything that has ever gone up and not come down. Несколько человек отправляли ракеты прямо вверх, скрепляли камеру и запускали. Давайте посмотрим один из таких запусков. Я очень хочу, чтобы ваше поколение приняло одну вещь. Земля — это закрытая система. Мы не можем покинуть Землю. Бежать отсюда некуда. Ракета просто встала. Она просто остановилась. Все это невероятное вращение, огромная скорость, и она просто остановилась. Это что-то да значит. Если бы она врезалась во что-то твердое, ее бы разнесло бы в клочья. Причем включая камеру, и мы бы даже увидели эти кадры. И мяч разрушает небо, разливая океан на стадион. Кажется, двери в другую реальность только что открылись. Я знаю, что мы все еще не разрушили этот высокий и крепкий стеклянный потолок. Но в один день кто-нибудь сделает это. И я надеюсь, это случится скорее, чем мы можем ожидать. И они действительно пытались сделать это. Загугли. Бежать некуда. И в этот раз мы действительно готовы разрушить это высокое крепкое стеклянное покрытие. Очень тяжело признать, что мы все еще находимся под стеклянным покрытием. Люди начинают понимать, что мы находимся в закрытой системе. И чем больше вы исследуете, тем сильнее вы задумываетесь над этим. Типа, а кто нас сюда заселил? Как вы считаете, почему Труман так и не приблизился к пониманию того, каким на самом деле является его мир? Мы принимаем реальность такой, какой нам ее преподносят. Название шоу «Промывка мозгов». Если вы начнете двигаться отсюда в одном и том же направлении, то вы вернетесь сюда, откуда начали движение. Да, Томас. А почему мы не свалимся с нижней стороны? Из-за силы под названием гравитация. А как выглядит эта гравитация? Гравитация — это то, что мы не можем увидеть, но мы знаем, что эта великолепная сила удерживает нас тут на Земле. Это естественная сила, которая удерживает нас от того, чтобы мы не улетели нахер в космос. Но нам всегда говорили, что Земля плоская. Вам правильно говорили, не слушайте ее. Я был очарован тобой, Сара, но кажется, я ошибался в тебе.
Закон гравитации был открыт сэром Исааком Ньютоном в 1687 году. Это был почти 200 лет назад. Есть только один закон, детка. Закон Бога. Что такое гравитация? Да, понятия не имею. Следующий вопрос. Послушай, тут есть небольшое отличие. Мы можем описать гравитацию, но мы не можем описать ее влияние на другие вещи, прикинь. Мы можем почувствовать ее, ну там, делать прогнозы на основании этого. Но когда начинают спрашивать, что это такое? Я не знаю. Эйнштейновский ответ был такой. Это искривление пространства и времени. И объекты падают в пространстве и времени, и мы это интерпретируем как силу гравитации. Возможно, это лучший ответ, который я могу вам дать на вопрос, что такое гравитация или почему это гравитация. Это все, на что я способен, и мне кажется, это хорошее начало. Вранье. Мир шарообразный. Че? Ты знаешь, раньше люди считали, что мир плоский, как пирог. Они ошибались. Мир на самом деле шарообразный. Ну, как апельсин. Мир как апельсин. Ну и? И? Это отличная идея. Это моя любимая идея. Но какой это апельсин? Слушай. Просто засни. Утром эта идея опять тебя посетит, и ты не будешь помнить, откуда она. Тебе ясно? Ясно. Я реально думал, что ты врубишься немного быстрее, мой маленький Коперник. Чё? Я не Коперник, я Шарлиз Клэр. Что? Ты не Коперник? Это что, не 16 век? Хрень, я все испортил. Как они промывали мозги? Очень просто. Повторением одних и тех же вещей раз за разом. Если повторять одно и то же, ваши мозги нахрен когда-нибудь сдадутся. С самого детства вам вдалбливали этот чертов шар в голову. Вы никогда этого не видели сами, но ваши мозги успешно промылись. Ого, посмотри-ка, это Земля! Это обыкновенное зомбирование. Встаньте на колени и приготовьтесь поприветствовать ученых или астронавтов. Преклонитесь перед великим Нилом, мать его, Деграссом Тайсоном. И приготовьтесь впитать наши знания. Как вы видите, это эволюция. Я поместил Бога, создателя всего сущего, с правой стороны, а вся сраная эволюция у нас слева. Я не изменю свою точку зрения, потому что я потратил столько времени, и я американец. Я сделал свой выбор, и я не поменяю его. Мак, послушай, ты тратишь наше время. Ты не заставишь нас поверить, что эволюции нет. Это почему это? Да потому что умнейшие ученые мира верят в эволюцию. Я рад, что ты затронул эту тему. Мистер Рейдельс, вот здесь у нас умнейшие ученые своего времени. Но есть одна проблема. Все они ошибались. Да это просто невероятно, придурок. Я придурок, потому что больше верю святым, написавшим Библию? Да, просто потому что ты прочитал слова незнакомых тебе мужиков и принял их на веру. А с чего ты взял, что в описании твоих ученых правды больше, чем в словах моих святых? Да потому что у них миллионы доказательств, факты, числа. А сам-то ты проверял эти доказательства? Копался в фактах, числах? Нет. О, интересно. Позволь мне прояснить ситуацию, мистер Рональдс. Вы получили свою информацию из книг, написанных ребятами, которых вы даже не знаете лично. И вы приняли все написанное там за правду, основываясь на желании им верить. И на желании принять это. Основываясь на чувстве... Неужели я это скажу? Веры? Да бросьте вы, я даже не знаю, стоит ли отвечать на весь этот бред. Вопросов больше нет. Материя говорит об искривлении пространства. Пространство, говорю. Научное сообщество игнорирует многие вещи, на которые мы обращаем внимание. Самые обычные люди проводят собственные эксперименты. И один из таких экспериментов доказал удивительный факт, про который нам никогда не говорили. Он просто разрушает гелиоцентрическую систему полностью. Этот факт касается Луны. Вы можете проверить сами, что температура лунного света холоднее на освещенной поверхности, чем в тени. А в случае с Солнцем все наоборот. Так что Луна испускает свой собственный, уникальный, холодный свет.
И это говорит о том, что Луна ничего не отражает. Она не отражает свет Солнца. Луна производит свой собственный свет, и этот свет совершенно не такой, как от Солнца. Научное сообщество не говорит об этом. Они не хотят, чтобы мы знали это. Потому что это в корень разрушает идею о том, что Солнце освещает Луну. Каждый знает, что Солнце светит холоднее в тени, чем на освещенной части, но когда мы переходим к лунному свету, особенно при полной Луне, вы понимаете, что Луна — это независимый от Солнца объект, и она светит своим светом. Также Луна и Солнце кажутся примерно одинаковыми, и нам говорят, что это совпадение. Особенно это заметно при затмениях, когда Луна идеально совпадает по размеру с Солнцем. И нам всегда говорят, что это просто совпадение. Что Луна просто в 4 раза дальше и в 4 раза меньше, чем Солнце, и именно поэтому мы наблюдаем такой эффект полного затмения. А еще мы никогда не видели обратную сторону Луны. Она вращается идеально таким образом, что мы всегда видим только одну ее сторону. Я вообще не считаю, что это какое-то совпадение. Я вообще считаю, что это было все специально создано для того, чтобы мы с вами это поняли. И я уверен, что мы заметили бы это гораздо раньше, если бы нам не промывали мозги, тратя на все это огромные суммы наших денег. Разве это не забавно, что все контролирующие земной шар организации имеют карту плоской Земли в своих логотипах? Антарктика — это не континент. Когда я посмотрел на страны, которые подписали документ об Антарктиде, мне представители всех этих наций поставили свои подписи под этим документом, и это было в 1958 году, кажется. И там говорится, что никто не имеет прав на Антарктиду. И если вы собираетесь туда попасть, то только для научных исследований, и то только по специальным пропускам. Ну, то есть не для любого желающего. О, я хочу сгонять в Антарктиду. Нет, у вас это никогда не получится. И все эти страны, которые подписали этот контракт, они никогда его не разрывали и никогда не выходили из него. И что это такая за угроза, которая всех вокруг нее сплотила? И они не пускают нас туда по совершенно конкретным причинам. Там располагаются научные базы. И все они охраняются военными, потому что они не хотят, чтобы вы знали, что находится за пределами. Во время своей экспедиции, которая длилась 3 года, капитан Кук преодолел более 60 тысяч миль вокруг Антарктиды, и он не нашел никакого прохода вглубь. Это просто огромная массивная стена льда. И вот вам ответ на вопрос. Если Земля плоская, то почему корабли не падают с края? Да вот почему. Это 300-футовая стена по окружности. И это та самая граница из Писания. Потому что они не хотят, чтобы вы знали, что находится за ней. Это 200-футовый ледяной щит. Но это никогда не останавливало меня раньше. Рискую ли я? Конечно, я рискую. Спасибо за вашу заботу. Это фотография Земли из космоса. Вот она перед вами. Но вы никогда не видели это с такой высоты. Вы никогда не видели собственными глазами Землю с такого расстояния. 1482 год. Это год, когда они выдвинули эту идею. Типа, мы находимся на Земле, она является шаром. Мы даже еще не были на Северном Южном полюсе. Никто даже не подпрыгнул достаточно высоко, чтобы убедиться в этом. Мы не можем сделать этого, у нас нет самолетов, у нас нет чертовых воздушных шаров. А знаете что? Мы получили эту модель почти за 500 лет до изобретения самолета. 400 лет, если точнее. Когда они там начали их собирать?
Мы впервые побывали на Северном полюсе в 19 веке, а это 1482 год. Никто еще не отправился на верхушку глобуса, никто еще не был внизу глобуса, никто еще даже не построил небоскреб. Это забавно. Но нам начали утверждать, что мы живем тут, когда еще не было никакой возможности это проверить. И вот сейчас был первый раз, когда мы наконец-таки получили возможность взлететь достаточно высоко, чтобы проверить, реально ли все то, что нам говорили. А что если они ошибались? Все эти 400 лет. Вы думаете, они вам скажут правду? Ньютоновская физика. Почему объекты движутся на шаре, вращающемся со скоростью 1666 км в час, который летит вокруг Солнца на скорости 66 миль в час? И это модель, которую мы имеем на данный момент. Моряки думают, что они огибают Землю вот так. Но на самом деле они ее огибают вот так. Полеты вокруг света начинаются в Абу-Даби и останавливаются в Индии, Китае. Если вы сделаете круг вокруг вашей местности, докажет ли это, что она круглая? Я был пилотом самолета в течение 26 лет. Главный инструмент пилота — это искусственный горизонт, который всегда показывает плоскость. Из кабины пилота я могу видеть на сотни миль во всех направлениях. Это города, соединенные дорогами. И все это выглядит как одна большая плоская поверхность, насколько только способен видеть мой глаз. Если бы самолет летел над искривленной поверхностью, ему приходилось бы опускать нос самолета каждые 5 минут. Но они не делают этого. И это абсолютное доказательство того, что самолет летит над плоскостью. Когда я подошел к производителю искусственного горизонта, мне сказали, что данный прибор абсолютно механический. Никакой электроники. Это обычный механический прибор. Это абсолютное доказательство для меня, что самолеты летают над плоскостью. Почему самолеты на глобусе показывают такую странную траекторию при полете из Австралии в Южную Америку? Почему мы летим сперва в Северную Америку? Почему бы не полететь сразу по прямой? На карте плоской Земли такой полет имеет смысл. А как насчет движения из Южной Америки в Африку? Плоскоземельщики, время пришло. Мы должны уничтожить аргументы шароверов. Если вы откроете приложение по отслеживанию перелетов, вы обнаружите тысячи и тысячи перелетов в северном полушарии. Но если вы посмотрите на полеты в южном полушарии, то вы увидите, что все они отменены или просто отсутствуют. И возникает вопрос, зачем? Зачем они это все делают? Какой в этом смысл? Я думаю, Эрик Дубай отвечает на этот вопрос лучше всех. Люди все время спрашивают, зачем они это делают. Ну, во-первых, очевидная причина — это деньги. Они тратят миллиарды и миллиарды народных денег, показывая нам поддельные картинки и полеты в космос. И я не говорю только про НАСА. Все космические агентства занимаются тем же самым. Вы хотите о чем-то поговорить? Когда вы имеете $3,5 триллиона, вы можете делать все, что вы захотите. Все, что только пожелаете для блага той нации, которую вы представляете.
Так что, забивая наши головы своей материалистической дрянью, они не просто убили нашу веру в что-то за гранью материализма. Они посетили в нас абсолютную веру в материализм, в потребление, в самоудовлетворение, в гедонизм. И если Бога нет и все вокруг дело случая, тогда человек превращается в гордливое эгоистическое животное, которое интересует только свое собственное «я». И они превратили Мадонну в Матерь Божью, в материалистическую бабу, живущую в материалистическом мире. И все это для того, чтобы превратить вас в ничтожество. Сделать вас ненужным, неважным, для того, чтобы вас использовать. И если бы каждый из вас понял, насколько он уникален, насколько важна и неповторима вся человеческая жизнь, то весь мир изменился бы за одну ночь. Мы бы больше не позволяли этим каббалистам нами управлять. Я начну с того, что наш мир явно не в порядке. В нем вообще все не на своих местах. Не те люди сидят в тюрьмах, и не те люди остаются на свободе. И власть находится в руках не у тех людей. Распределение богатств в этой стране и вообще в мире требует серьезных реформ. И все, что нам нужно сделать, это задуматься об этом мире сегодня и понять, что все перевернуто. Но если вы не будете об этом задумываться, если вы будете просто смотреть телевизор и читать новости, вы начнете думать, что не все так плохо, что у нас имеются какие-то незначительные проблемы. Но если вы немного отвлечетесь и вернетесь к реальности, и просто посмотрите на этот мир, вы ужаснетесь. Если вы считаете, что данная тема — это гражданское неповиновение, тогда и ваши проблемы — это гражданское неповиновение. Наша проблема — это гражданское повиновение. Надпись на плакате «Мы не ваши рабы». Я считаю, что все наше общество управляется безумными маньяками. И у них безумные цели. И я ощущал это всю мою жизнь. И сейчас я абсолютно уверен, что нами правят маньяки. Я не совсем разобрал, что он сказал, но в общем, правят маньяки, все плохо. И если кто-нибудь попытается выяснить, что представляет собой правительство Америки, или России, или Китая, что они реально пытаются сделать, я думаю, что они все безумцы. У них у всех безумные планы.